Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, республикалык штабтын пресс борборунда Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө болгон эпидемиологиялык абал тууралуу Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Акматова Айнура Бектургановна маалымат берет. Брифингди ТЗОдон ЛТР, КТРК, Лото 24, Пирамида, 5 канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ошондой эле Эл ФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан жана Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР жана Биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Анда эмесе Айнура Бектургановна, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угуучулар. 8 июль 2020 жылга карата COVID-19 илдети боюнча статистикалык маалымат менен тааныштырып кетүүгө уруксат бериңиздер. Бир сутка ичинде жалпысынан республика боюнча 67 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Анын ичинен Бишкек шаарынан 16 бейтап, Чүй областынан 18 бейтап, Ош шаарынан 18, Ош областынан 4 бейтап, Жалал-Абад областынан 4 бейтап, Нарын областынан 5, Баткен областынан 2 бейтап айыгып чыгып, кайталанып алынган анализдердин жыйынтыктары терс болду. Республика боюнча бүгүнкү күндө жалпы 2983 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Бир сутка ичинде коронавирус инфекциясынан 13 бейтап каза болду. Кыргыз-Түрк ооруканасынан 1 бейтап, эркек адам 67 жашта, шаардык 6 клиникалык ооруканасынан 1 бейтап, эркек адам 52 жашта, республикалык инфекциялык ооруканасынан 3 бейтап, эркек адамдар 69, 55 жана 70 жашта. Ош шаардык ооруканасынан 1 бейтап, эркек адам 52 жашта, Жалал-Абад облусунун ооруканасынан 1 бейтап, эркек адам 53 жашта, Ат башы аймактык ооруканасынан 2 бейтап, эркек адам 64 жашта, аял адам 55 жашта. Жайыл аймактык ооруканасынан 3 бейтап, эркек адам 63 жашта, 2 аял 59 жана 70 жашта. Москва аймактык ооруканасынан 1 бейтап, аял адам 46 жашта. Жалпысынан республика боюнча 112 учур катталды. Ал эми ооруканадан тышкаркы пневмониядан 44 адам каза болду. 2020 жылдын 8 июлуна карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 345 учуру катталды. Алардын ичинен Бишкек шаарында 183 учур, Ош шаарында 22, Чүй облусунда 51, Ысык көл облусунда 24, Ош облусунда 7, Нарын облусунда 14, Баткен облусунда 21 жана Жалал-Абад облусунда 23 учур. Жаңы катталган 345 жаңы учурлардын ичинен сырттан келген учурлар катталган жок, бардыгы өлкө аймагында катталды. Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы 8486 учуру катталды. Анын ичинде Бишкек шаарында 3617, Ош шаарында 878, Баткен облусунда 193, Жалал-Абад облусунда 501, Ысык көл облусунда 258, Нарын облусунда 586, Ош облусунда 586, Чүй облусунда 1545, Талас облусунда 82 учур, Солилец шаарына келгендердин арасында 119 учур катталган. Россия Федерациясынан келген курсанттардын арасында 100 учур жана Россия Федерациясынан келген кыргыз жарандардын ичинен 21 учур катталган. Бир сутка ичинде коронавирус жуктуруп алган медициналык кызматкерлердин саны 62 адамды түздү. Алардын ичинен Бишкек шаарынан 23, Чүй облусунан 16, Ош шаарынан 9, Ош облусунан 1, Нарын облусунан 3, Ысык көл облусунан 1, Жалал-Абад облусунан 6 жана Баткен облусунан 3 медициналык кызматкер. Республика боюнча жалпысынан COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлердин арасында 1287 учур катталды. Алардын ичинен бир суткада 7 медициналык кызматкерлер ооруканадан айыгып чыкты. Жалпысынан республика боюнча 522 медициналык кызматкер ооруканадан айыгып чыгарылды. Жалпы катталган учурлардын ичинен 4334 аял адам, 4152 эркек адам. Ал эми жаңы катталган учурларда 151 аял, 194 эркек. Ооруканада жаткырылгандардын
абалына токтоло кетсек, бейтаптардын саны дарыланып жаткан 592 адамды түздү. Алардын ичинен оор абалда 89, 17-си жандандыруу бөлүмдөрүндө дарыланып жатат. Орточо оор абалда 345, канааттандырарлык абалда 158. Канааттандырарлык абалда дарыланып чыккандардын саны 2983. Каза болгондордун саны 112-ни түздү. Республиканын лабораторияларында бир сутка ичинде жасалган изилдөөлөрдүн саны 3286 изилдөөнү түздү. Добрый день, уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели. Позвольте ознакомить вас со статистической информацией по эпидемиологической ситуации COVID-19 на 8 июля 2020 года. За последние сутки стационаров республики выписано 67 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Из них в городе Бишкек 16, в Чуйской области 18, в городе Ош 18, в Орской области 4, в Джалабадской области 4, в Нарынской области 5 и в Баткенской области 2. При выписке результаты анализов на коронавирус у всех отрицательные. Всего за время выписано с выздоровлением по стране 2983 пациента. К сожалению, за сутки в стационарах республики зарегистрировано 13 случаев смерти от коронавирусной инфекции. Это в Кыргызско-турецкой больнице пациент мужчина 67 лет, в городской клинической больнице номер 6 пациент мужчина 52 лет, в республиканской инфекционной больнице 3 пациента, это мужчины 69, 55 и 70 лет. В Волжской городской клинической больнице 1 пациент, мужчина 52 лет. В Джалабадской областной больнице 1 пациент, мужчина 53 лет. В Атбашинской территориальной больнице 2 пациента, это мужчина 64 лет и женщина 55 лет. В Джаилской территориальной больнице 3 пациента, это мужчина 63 лет и 2 женщины, это 59 и 70 лет. И в Московской территориальной больнице 1 пациент, женщина 49 лет. Итого всего зарегистрировано 112 случаев смерти от COVID-19 и на сегодня зарегистрировано 44 летальных исхода от внебольничной пневмонии. На 8 июля 2020 года по республике зарегистрировано 345 новых подтвержденных случаев COVID-19. Из них в городе Бишкек 183 случая, в городе Ош 22 случая, в Чуйской области 51 случай, в Иссыкульской области 24 случая, в Волжской области 7 случаев, в Нарынской области 14 случаев, в Баткенской области 21 случай, в Джалабадской области 23 случая. Все 345 новых случаев местные. В Кыргызской республике всего зарегистрировано 8486 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. Из них в городе Бишкек 3617, в городе Ош 878, в Баткенской области 193, в Джалабадской области 501, в Иссыкульской области 258, в Нарынской области 586, в Волжской области 586, в Чуйской области 1545, в Таласской области 82. Среди прибывших из города Соль-Илецк зарегистрировано 119 случаев. Военнослужащие, курсанты из Российской Федерации зарегистрировано 100 случаев. И среди граждан Кыргызской Республики, прибывших из Российской Федерации, было зарегистрировано 21 случай. За сутки среди медицинских работников зарегистрировано 62 новых случая COVID-19. В городе Бишкек 23 случая, в Чуйской области 16, в городе Ош 9, в Волжской области 1, в Нарынской области 3, в Иссыкульской области 1, в Джалабадской области 6, в Баткенской области 3. И общее количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет на сегодня 1287 случаев. За сутки выписаны из стационара с выздоровлением 7 медицинских работников. Всего по республике выписано с выздоровлением 522 медицинских работника.
Из всех зарегистрированных положительных случаев 4334 составляют женщины и 4152 – это мужчины. Среди новых случаев 151 женщина и 194 – это мужчины. По состоянию госпитализированных пациентов с COVID-19 на сегодня в стационарах страны на лечении находится 592 пациента. Из них 89 в тяжелом состоянии и 17 из них лечатся в реанимационных отделениях. Состояние средней тяжести 345, в удовлетворительном состоянии 158. Выписаны после лечения домой 2983 пациента. Количество летальных случаев составило 112. В лабораториях страны за последние сутки исследовано 3286 образцов на COVID, для подтверждения COVID-19. Как отмечается со стороны Министерства здравоохранения, на сегодня для госпитализации пациентов с небольничной пневмонией развернуто 2258 коек. В данное время занято 2098, и на сегодня есть 201 свободное место для госпитализации пациентов с небольничной пневмонией. И также я, наверное, остановлюсь кратко, что сегодня очень много вопросов поступает по внебольничной пневмонии. И сегодня статистика, конечно, по внебольничной пневмонии ежедневно ведется. Данные, они ведутся вместе со статистикой по коронавирусной инфекции. С марта месяца 2020 года по республике зарегистрировано 3695 случаев внебольничной пневмонии. И из них на сегодня зарегистрировано 2068 летальных случаев и выписано с выздоровлением 1907 пациентов. Прошу прощения, 268 летальных исходов, да? Да, 268 летальных исходов, да. Давайте перейдем тогда к вопросам. Медики из регионов приехали в Бишкек на помощь. А кто тогда будет лечить людей в этих самых регионах? Да, действительно, об этом сообщалось со стороны Министерства здравоохранения. И была объявлена всеобщая мобилизация медицинских работников со всех регионов нашей страны. На сегодня со всех регионов республики, со всех областей приехало 106 медицинских работников в город Бишкек, потому что действительно отмечается высокая регистрация случаев COVID и внебольничной пневмонии с 20 июня именно в городе Бишкек и Чуйской области. И так как все, в основном население у нас здесь, плотность населения высокая, с Иссыкульской области приехало 35, с Таласской области 23, с Нарынской 20, Чуйской области 4, с Баткенской 24. Ну и с 5 июля также с Российской Федерации на помощь приехали 23 медицинских работника. Эти медицинские работники были привлечены, в основном приехали представители среднего звена, и сегодня, как только возникнет необходимость усиления медицинской помощью, эти регионы, из которых они приехали, они будут отправлены назад. Но так как сегодня есть необходимость мобилизации сил медицинской помощи именно в городе Бишкек и в Чуйской области, было принято такое решение. В регионах, конечно, на сегодняшний день острой нехватки медицинских работников не ощущается. Все эти мероприятия были проведены с учетом того, чтобы не было нехватки в этих регионах, откуда они приехали.
Спасибо. Следующий вопрос. В поликлиниках, в больницах и дневных стационарах не смотрят без компьютерной томографии. Частные лаборатории в несколько раз подняли цену. Кроме того, что это дорого, еще излучение – источник заражения. Хотя некоторые медики говорят, что компьютерная томография – это не показатель болезни. В крайнем случае можно обойтись рентгеном. Можете разъяснить этот момент и может ли Минздрав регулировать этот вопрос? Нужна ли компьютерная томография или нет? Если да, почему нет места, где можно сделать это по доступной цене? Да, действительно, все мы с вами сегодня наблюдаем, и это факт, что такие случаи имеют место. Данные многие медицинские работники направляют на компьютерную томографию. Некоторые наши граждане сами самостоятельно идут на проведение и компьютерной томографии. И в данном направлении со стороны Министерства здравоохранения проводится определенная работа, а именно проводится обучение врачей новому клиническому руководству, где прописано проведение более экономически доступного, можно сказать, исследования, как рентген, исследование органов грудной клетки. И как рентген исследование органов грудной клетки. Но, к сожалению, проводить компьютерную томографию во всех стационарах невозможно, и поэтому проведение рентген-исследований является достаточным для того, чтобы проводить лечение пациенту. Спасибо. Что на данный момент известно о пневмонии? Связывают ли наши медики ее с коронавирусом? Есть ли уже разработанный пошаговый алгоритм лечения? Да, очень много сегодня вызывает тревогу внебольничная пневмония, количество случаев этой внебольничной пневмонии среди нашего населения. Но вообще пневмония или воспаление легких – это заболевание легких преимущественно инфекционного происхождения с поражением концевых участков легких. Это альвеол и нарушением газообмена на их уровне. Альвеолы заполняются жидкостью или гнойным материалом, вызывают кашель с мокротой, реже, это редко, конечно, кровохарканье в тяжелых случаях, жар, озноб и затрудненное дыхание. Пневмонию могут вызывать различные микроорганизмы. Это могут быть и бактерии, это могут быть и вирусы, это могут быть и грибы. И пневмония до сегодняшнего дня тоже регистрировалась, и она являлась осложнением многих заболеваний инфекционного происхождения. Пневмония, она вообще может варьировать от легкой степени до угрожающей жизни. Наиболее она опасна, конечно, для младенцев и детей младшего возраста, для людей старше 65 лет и для людей с ослабленным иммунитетом. Но на сегодня мы наблюдаем, что пневмония в основном не регистрируется как при пневмонии, которая является осложнением ОРВИ или гриппа у детей младшего возраста и у младенцев. В основном сегодня она чаще всего опасна для некоторых пожилых людей и для людей с сердечной недостаточностью или же хроническими заболеваниями другими, которые у них до этого были, и она может стать опасным для жизни состоянием. Пневмонии могут вызывать, как я уже отметила, это внебольничная пневмония, многие бактерии, вирусы и грибы. Наиболее распространенными являются бактерии и вирусы в воздухе, которым мы дышим, которые находятся в воздухе, помещения, в которых мы находимся. И обычно иммунитет человека должен предотвращать это заражение микроорганизма этими микроорганизмами легких. Но эти микроорганизмы способны подавлять иммунную систему человека, даже если здоровье человека хорошее. Но как мы наблюдаем, если у человека есть хронические заболевания, то оно протекает очень тяжело. Наиболее подвержены пневмонии люди взрослые, это старше 65 лет, это группа риска, как мы уже отмечали. Это дети младше 2 лет с различными признаками и симптомами, больные с экзогенной интоксикацией, то есть это интоксикация алкогольная или же после приема наркотиков,
люди с плохим иммунным статусом, с плохим состоянием здоровья, пациенты с хроническими заболеваниями, особенно в стадии декомпенсации, это может быть и обструктивный бронхит, это может быть и сахарный диабет, это может быть цирроз печени. Люди, получающие постоянно лекарства или же получающие химиотерапию, которые все это подавляет иммунную систему человека. И это люди, которые длительно лежат в постели, или же длительно болеют, лежачие пациенты. И внебольничная пневмония, в принципе, сейчас с начала регистрации COVID-19, как я уже отметила, зарегистрировано 3695 случаев внебольничной пневмонии. На сегодня вылечено 1907 пациентов с внебольничными пневмониями. Ну и чтобы защитить себя от осложнений, от респираторных инфекций, от гриппа и от ковидных инфекций, которые иногда приводят к пневмонии, об этом говорилось и ранее для профилактики пневмонии, то необходимо, как мы уже отмечаем, регулярно мыть руки, использовать дезинфицирующие средства на спиртовой основе. И также мы отмечали, что курение может нарушить естественную защиту легких и привести тоже к пневмониям. Необходимо поддерживать свою иммунную систему, если можно так сказать, сильной, для того, чтобы не было таких осложнений, чтобы они проходили легко. То есть надо заниматься спортом, соблюдать в данном случае белково-витаминную диету в обязательном порядке. Можно желательно исключить макароны, мучные изделия. И, конечно же, нужно своевременно лечить свои хронические заболевания, потому что мы в прошлом году отмечали, что в Кыргызской республике отмечается рост соматических неинфекционных заболеваний, и это может стать угрозой для всех нас в случае каких-либо осложнений. И, конечно же, для улучшения насыщения легких кислородом рекомендуется дыхательная гимнастика. Эта дыхательная гимнастика, она рекомендовалась и до того, как начали регистрироваться случаи внебольничной пневмонии от COVID-19, когда регистрировалась и внутрибольничная, и больничная пневмония. Поэтому все эти поддержания иммунитета – это все одни из самых важных рекомендаций, которые нужно соблюдать в эти дни. Ну и да, действительно, сегодня наши люди в панике обращаются за медицинской помощью. При малейшем недуге и при повышении температуры направляются на госпитализацию на собственном автотранспорте. В результате действительно страдают те, кто остро нуждается в неотложной помощи. И мы знаем, что при коронавирусной инфекции есть определенные симптомы. Это небольшое повышение температуры тела сначала, потом оно повышается до 38 градусов, першение в горле, сухой эпизодический кашель. Затем следует утрата обоняния, вкуса, и присоединяются головные боли, тошнота, ломота в костях, общая слабость в теле. При усугублении данного процесса может наступить температурный скачок, нарастают симптомы интоксикации, такие как слабость, учащенное сердцебиение, рвота, потливость, чувство нехватки воздуха появляется при большой физической нагрузке, а в дальнейшем и в покое. И если частота дыхания увеличивается свыше 30, то, конечно, это тревожный сигнал. В таком случае надо звонить по телефонам 118, надо обращаться по скорую помощь 103 и постараться госпитализироваться. И еще одним из симптомов появляющейся пневмонии является боль грудной клетки, боли под лопатками, возможно, боль и на вдохе.
И также необходимо следить за степенью насыщения крови кислородом, которая не должна быть меньше 93%. И при этом, конечно, вот задавали вопрос, обязательно ли делать КТ. Это даже если на компьютерной томографии у человека есть признаки, как все уже знают, матового стекла, то это, но во многих случаях человек себя чувствует достаточно хорошо, и все дальнейшие мероприятия, все методики лечения, согласно существующих приказов Министерства здравоохранения, разработаны алгоритмы по лечению этих внебольничных пневмоний. Это симптоматическое лечение и лечение, которое прописано в клинических руководствах. И я хотела бы еще раз призвать население, что лечением должен заниматься все-таки лечащий врач, а не пациенты. Вот заболевания легкой и средней тяжести лучше всего, конечно, лечить дома по назначению своего лечащего врача, участкового врача, потому что уход дома все равно он лучше, чем уход в больнице. Главное наблюдать за состоянием и не пропустить тот порог, когда нужно госпитализироваться. Одни из первых признаков – это наличие тяжелой одышки и учащенного дыхания. Но еще раз хочу призвать наших граждан, нельзя паниковать, потому что дыхательная недостаточность, она при панике может возникнуть страх смерти и постоянная нехватка воздуха. И, как я уже отмечала, пациенты из группы риска с хроническими заболеваниями – это в первую очередь кандидаты на госпитализацию. Антибиотики при пневмонии следует принимать только по назначению врача. Мы с вами сегодня видим, что очень большой резонанс, и люди бегут в аптеки, покупают все антибиотики. Они покупают те антибиотики, которые прописывает врач тому или иному пациенту, и этими рецептами они делимся в интернет-источниках. Но, к сожалению, и сейчас еще мы слышим, что очень много используют химических смесей. Этого делать нельзя, потому что этим нельзя увлекаться. При повышении температуры 37, выше 37-38 градусов нужно принимать парацетамол, и для разжижения легких можно применять аспирин четверть таблетки 3-4 раза в день. Ну и еще хотела бы отметить, что почему-то вот в интернет-источниках и граждане между собой делятся назначением дексаметазона, почему-то он так сильно разрекламирован. Нужно понимать, что это гормональный препарат, который применяется, когда уже нет эффекта от других лекарственных препаратов, и его также может назначить только лечащий врач. Он приводит к резкому снижению иммунной системы, и все это может еще больше усугубить ситуацию. И бесконтрольный прием любых лекарственных препаратов, кроме жаропонижающих, и он может запустить те процессы, которые были бы нежелательны. Он снизит устойчивость организма к антибиотикам, и дальнейшее лечение оно может быть напрасно, может оказаться напрасным. Поэтому если вы не смогли попасть на госпитализацию, как очень много также отмечается со стороны граждан в социальных сетях, то убедительная просьба получить рекомендации и консультации у участковых врачей и по телефонам 118 и 112 и посетить дневные стационары, которые сегодня функционируют и в городе Бишкек, и в Чуйской области, и во всех регионах страны. Спасибо. Еще один вопрос по внебольничной пневмонии. Глава правительства Акотбек Ильичевич Буронов накануне 7 июля заявил, что внебольничная пневмония является следствием COVID-19. Когда собираются ли объединить статистику по коронавирусу со статистикой по внебольничной пневмонии? Да, действительно, очень много вопросов, что
скрывается статистика по внебольничной пневмонии, скрывается статистика по COVID-19, но, к сожалению, это не делается, и не к сожалению, а мы, к счастью, этого не делаем и не будем делать. Да, действительно, с первых дней регистрации COVID-19 были по республике регистрировались единичные случаи внебольничной пневмонии. И наши специалисты подтверждали COVID-19 только после ПЦР-диагностики. Сегодня с увеличением количества пациентов с внебольничной пневмонией требуется оказание быстрой помощи без ожидания ПЦР-диагностики. И с 20 числа, как вы знаете, увеличилось количество внебольничных пневмоний. Да, рассматривается вопрос о том, чтобы все-таки эту статистику объединить и вести ее в едином направлении. Спасибо. И последний вопрос. Обращаются читатели, которые приехали из-за рубежа, они сообщают, что их по прибытию в Кыргызстан, не проверяя, отправляют домой. Почему сложилась такая ситуация? В соответствии с изменением эпидемиологической ситуации в стране и с изменением эпидемиологической ситуации во всем мире, со снятием чрезвычайного положения в стране, был внесен ряд изменений в существующие алгоритмы и в существующие приказы. Таким образом, согласно алгоритмам действий, которые были утверждены совместными приказами Министерства здравоохранения, Государственной пограничной службы, Министерства транспорта и дорог и Международным акционерным обществом аэропорта Манас, от 26 июня 2020 года было принято решение о том, что все прибывающие граждане, независимо от гражданства, за исключением иностранных специалистов, которые приезжают на работу в нашу страну, при отсутствии клинических симптомов они направляются для дальнейшего следования по своему маршруту, а при наличии клинических симптомов они направляются на дальнейшее лечение или же на госпитализацию в места, определенные Министерством здравоохранения. Спасибо. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба. О текущей эпидемиологической ситуации по Кыргызстану вас проинформировала начальник управления общественного здравоохранения при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики Акматова Айнура Бектургановна. Прямой эфир брифинга вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Алото-24, Пирамида, 5 канал через областные медиацентры, Кыргызское национальное информационное агентство Хабар, а также на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосы, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР и в Фейсбуке на страницах Кыргыз Өкмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР и Биринчи радио. Спасибо за внимание.